нас тогда анализ нашего конкурса. Ходов Сергей Борисович, заведующий научно-издательским центром Центральной государственной публичной библиотеки имени Маяковского. Даже якутские алмазы молят об огранке. Качество верстки конкурсных работ авторского знака. Слушайте, мне сейчас надо немножко подготовиться к выступлению. Я на минуточку отлучусь, а вы пересядьте поближе, потому что люди с задних рядов, для них это совершенно бесполезно. Они могут просто идти обедать. Ну там вы ничего не увидите. То ли лихо скошенная буденовка, то ли волочащийся парашют. Я представляю собой среднюю краеведческую. Вроде одежда вся качественная, иногда даже дорогая. Что там так? Ладно, начинаем. Я не все буду зачитывать, вы кое-что и сами можете прочитать. Значит, суть моего выступления, я все время пытался сформулировать, что такое, как отличить верстку от неверстки. Сначала думал, что там 20 правил, потом 10, потом 5. Сейчас я это уже свел к одному. Как только вы видите вот такие странные буквы справа, это значит, что верстка еще не начиналась. То есть все эти предлоги и частицы ни в коем случае не должны оставаться на правом крае. Это мало кого интересует. Но даже я вижу, что вот мало кто из участников семинара ходил в тот уголок и хоть посмотрел на какие-нибудь книжки. Ну, потому что людям это неинтересно. Даже вот у Андрея была презентация, прямо крупно в заголовке «Дыдыще буква «С» вылетает налево, направо». Все остальное факультативно. То есть, например, жирный курсив. Если вы откроете свои программки, а их верстал я, то жирный курсив там есть.
скармливает твой башмак. Я не мог как бы перед таким аргументом устоять, так появился жирный курсив. Но в принципе это не слишком испортило верстку программы. Так что главное помните вот об этих буквах. Вот если подойти все-таки к тому стеллажу, там горе адское. Посмотришь на тамбовские книги, глаза слезятся. Посмотришь на Челябинск, это мой родной город, мама дорогая. Здесь я хочу обратить ваше внимание на, ну, пожалуй, на АСБН. Напрямую к верстке это не относится, но это как бы цифровая подпись. То есть, если представить, что библиотека долго, там, некоторые годами делали издания, делали, ну как строили дом. И тут я такой с шуруповертком подбегаю со своей табличкой, и получается там книжка, не знаю, издательство Сергея Гурова. Ну, зашибись. Мои оценки вообще не совпадают с мнением остальных уважаемых членов жюри. Но надо помнить, что я смотрю на эти книжки под очень-очень узким углом зрения. То есть это, ну, верстка важная часть, но не настолько важная, чтобы затмить все остальное. Значит, вот АСБН чужой. И, кстати, в одной из других якутских книжек, а я говорю только о призерах, это тоже издательство, которое, я не знаю, имеет отношение к библиотеке, не имеет. Но, ну ладно, там по поводу Якутии я еще скажу. Значит, для некоторых номинаций верстка имеет не просто важное, а принципиальное значение. Потому что когда мы читаем, ну, обычный текст литературный, в конце концов мы привыкли читать со смартфонов, там, ну, господи, что. Ну, и так же все понятно. Но когда мы говорим о справочниках, то верстка крайне важна. Вот как сверстана в Якутии. Если мы посмотрим на номера ОДК, то они прилепились к чужой записи. То есть у нас между записью, к которой они теоретически должны относиться, и, собственно, ОДК огромный пробел. Ну, бог бы с ним, там, по ОДК мало кто ищет. Суть основных моих претензий вот здесь. Вот если бы вы сверстали в 2 колонки, то мы сэкономили бы почти 100 страниц. При этом размер шрифта остался бы тот же. И проблема с УДК была бы отчасти решена. Она решена за счет того, что колонка стала короче, и за счет того, что у меня появилось место вот здесь. Ну, второе место сверстано лучше. Ошибки, в принципе, те же самые. Здесь мы посмотрим на это дело. Кстати, я забыл сказать. Вот там вот эти вот миллиметры, они не случайно приведены, потому что, например, для Якутии формат А4 оправдан. Им деваться некуда. Они в маленькую книжку не запихнутся. Но формат А4 надо применять только, ну, не знаю, но если нет другого выхода. Если это художественный альбом, где большие иллюстрации, а в принципе для любого человека читать там на диване в ванне
еще где-то. Самый обычный формат лучше всего подходит. Проблема та же самая. То есть как только у нас появляются вот здесь циферки, все начинает путаться. Даже если мы сделали их жирными, все равно путается. Это примерно можно сравнить с тем, как, ну я не знаю, вот надпись Брайля мы сделали бы не выпуклой, а вогнутой. Слепые бы все равно разобрались, но долго бы спрашивали, а что ты так не любит-то? Оглавление. Еще один момент. Значит, любую книжку мы можем открыть или спереди, или сзади. Ну, там быстрее всего ищется информация. Поэтому самый важный указатель лучше ставить назад. В данном конкретном случае это может быть либо вот этот, либо вот этот. Но уж никак не надо. Качество лежит повышается. Значит, в принципе, книжка сверстана неплохо. Но если посмотреть 170 на 240, ну это немножко увеличенный формат такой, ну, не сильно больше обычного. Но что они делают? Вот эта верстка, как она есть, а вот так, как могла бы быть. Ну, конечно, не так она не могла бы быть, потому что вот то, что висит сверху, его там висеть не должно. И тут самое главное, ну, это может выглядеть кому-то хорошо, а кому-то хорошо это. Проблема вот здесь. Вот эта штука в одноколонном формате считывается намного увереннее. Ну, здесь я вообще не знаю. Все зависит от того, как человек поставил себе задачу. В принципе, если это рассматривать как рекламный буклет, ну, сделано клево, здорово. Если это рассматривать как книгу, то это сделано не так. Значит, дизайнер придумал очень красивый макет. Он повторяется на каждой странице. Там есть свои рубрики, ну, всякая такая шняга, есть это самое. И вот здесь миленько, серенько, чтобы никто не заметил, идет отсылка назад. А в этом заду собраны как раз те статьи в подбор, ради которых все это издавалось. Ну, к этой книжке у меня отношения не может быть как к книжке. Значит, здесь я вообще ничего рассказывать не буду, кроме вот этого. Так случилось, что они ко мне подошли на одном из семинаров и попросили помощи. Ну, не знаю, кажется, кому. А они помогают теперь мне. На этих книжках волонтерят. Здесь указатель сделали. Здесь я сам верстал, поэтому оценка 5 с минусом.
Ну, исходя из того, что на 5 верст ставит только Господь Бог. Кстати, вот она была подана как электронная, но тираж сейчас уже появился. И кто первый до меня добежит, тому, может быть, достанется печатный экземпляр. Вот это очень хорошая книжка. Прямо, ну, вот Марию Михайловну Антонову мне учить практически нечего. А избиен чужой с ошибкой, это просто, они так рады, что получили только номер, это у них всего лишь 3-я книжка, а знаю я это из циферки 2. Поэтому вот там, где желтенькое, 10 как бы не должно. Ну вот, собственно, только чему можно никого учить, это верстки таблиц. Это вообще почему-то никто делать не умеет. Вот это так, как у них, а вот так должно быть. И в принципе с примечаниями примерно та же штука. Номера примечаний должны быть видны четко. Тот же самый список. Люблю я Якутию, хотел бы там бывать, Приезжай. но книжки пока у них с верстальщической точки зрения не получаются. Но самая главная претензия не в этом. Вот эта рамочка повторяется на каждой странице. И бог бы с ним, ну, нравится людям такой орнамент, годится, все зашить. Но у нас сильно уменьшается рукописный документ, который можно было бы растянуть на все поле. И эта ошибка повторяется во всей книжке, во всех компонентах. А кроме того, вот этот странный мусор, это вот этот край. Просто его не почистить. Люди присылают на конкурс свою книжку, где вверх страницы и буквенные знаки. Видимо, чтобы жюри конкурса ее случайно не украл. И та же проблема с таблицей. А вот при такой верстке, кстати, у меня еще туда и постраничные примечания есть. А это вообще горе горькое. Такой хороший макет. Такая красивая книжка была. Там болтаются те же самые буквы на концах. Ну, а придумано классно. То есть у нас есть здесь внутреннее большое поле, куда при случае может поместиться надпись. Но если у нас вдруг фотография захочет увеличиться, мы спокойно растягиваем сюда, и сдвигается вверх.
я не знаю. Мне кажется, что эта книжка все-таки принадлежит институту, а не библиотеке. Ну, это и по СБН там можно судить. Люди взяли формат академического научного журнала, по-моему, уменьшили поля и стали запихивать туда страницы по странице. Вот если вы посмотрите опять же историю программы, у нас каждый день начинается с новой полосы. Надежда Михайловна говорила: зачем нам новая полоса? Я прищемлю тебе руку дверью. Но я заранее снял дверь с петель. От научного сборника большое достоинство, когда каждая статья начинается с новой полосы. Потому что авторы могут ее оттуда как-то скопировать и поделиться там. Кому-то оттиск подарить, кому-то еще что-то. А когда у тебя сверху висит какая-то непонятная чужая штука, ну, что с этим делать? Здесь, ну, тоже работал очень хороший человек. Вот он даже там подписывается, Александр Викторович Ужин. Кстати, я не знаю, что творится с СБНом в Красноярске, потому что он вроде есть, но когда полезешь в федеральные библиотеки, они упорно пишут БИ, то есть без издательства. Не знаю, чем они там. Ну, просто надо исследовать этот вопрос. Вот это верстка таблицы. Он ее тоже делает не очень хорошо. Во-первых, для таблицы нельзя выбирать такой шрифт, где у нас цифры имеют разную высоту. Но пускай. То есть я вот взял примерно такой же шрифт, не совсем тот же, но та же как бы проблема, да? Значит, чем это лучше? Ну, понятно, что вот эти. А здесь без затей и без знаков процента. Ну, а здесь, я думаю, ну, картинки хорошие. Значит, если вы верстаете для детей, и целевая аудитория дети, даже курсив применяется крайне редко. Это вообще практически запрещено. А вот эта имитация рукописного шрифта. И хочу обратить еще на один момент. Вот на это. Вот так это выглядит книга. Но даже если ты бабахаешь большую буквицу, ну, надо снимать и это, и это. А вообще, ну, поскольку они назвали ее энциклопедией, то энциклопедия должна быть толстой. Лучше энциклопедия. Но выглядит это как девочка сует там подушку под платье, чтобы казаться беременной. И тут у нас идет сначала оглавление. Потом, я думаю, дело было так. Они сделали оглавление. Блин, что с тонко? Что вы еще добавить? А добавим навигатор. Ну ладно, добавим. И опять тонко. А
давай добавим, чтобы посчитать. Ну давай. Оглавление не переставим. Ну, вот единственный, наверное, Кузьминов, который сделал то, чего бы я позавидовал. Вот это якутское оглавление из авторефератов. Если мы так делаем, да, ну это похоже, не знаю, на какой-нибудь тростниковый лес, где даже самый худенький китаец не протиснется. Что делают вот люди в Невинномысске? Понятно, да? Это тоже Невинномысск. Значит, как только мы берем выключку влево, это означает, что мы уже настолько овладели версткой, что можем себе это позволить. Там требования гораздо жестче, чем обычные верстки. К этой книжке у меня очень хорошие отношения, потому что они без затей расположили материал вот так. Если бы мы использовали одну колонку, нам пришлось бы как-то прогибать фотографии, а здесь все просто и понятно. Спасибо. Ну я бы еще хотел сказать, вот там, обратите внимание на доски. А то она уткнулась в свой телефон, а я хотел поговорить. Ну, вопросов, как я понимаю, не будет. Сергей, вопрос, он не работает. Вот, заработал. Сергей, вопрос такого практического свойства. Ну вот, понятно, что многие из коллег отдают на верстку в издательство, да, это все. Понятно, что качество верстальщиков из того, что мы видели, мягко говоря, разное. Выход-то какой? Ну, обращаться к внешнему консультанту, запрашивать помощь клубу, например, не знаю, в рамках нашей секции. Что делать-то? Вот, проблема вот она очевидна, да? Ну, как бы, если большая библиотека, то надо обучить кого-нибудь хотя бы одному. А вообще, в принципе, ну, отличить хорошую верстку от плохой, ну, можно научиться сзади. То есть даже если ты отдаешь куда-то на аутсорсинг, там, по конкурсу, типографию, еще что-то, когда тебе принесут фиговый макет, ты можешь хотя бы сказать, мне не нравится вот это и вот это. Не обязательно делать самому. А можно тогда еще один вопрос, да? Микрофон, только микрофон. Извинились, что аппетит приходит во время. Сергей, а тогда вообще вот в рамках этого подхода и в рамках деятельности нашей секции могут ли люди перед тем, как, собственно говоря, книгу издавать, ну просто ее показать, не знаю, членам постоянного комитета? Да, могут, конечно. Тебе, например, чтобы... Я же, что называется, надеюсь, что я кого-нибудь научу, если кто-нибудь придет на курс. Когда они смогут, и я с ним научу, наверное. Ну, вообще, вот, ну просто чтобы бегло хотя бы Сергей Борисович
товарищ посмотрел и оценил. Простой ход, казалось бы, да? Пафос вчерашнего моего выступления тоже был про это, что вообще мы там пытаемся проект какой-то создать. Ну, написали проект, но можно, собственно, послать в секцию и сказать: ребят, ну, посмотрите, может, что хорошего подскажется, да? Я думаю, помощь зала всегда помогает. для этого и собираемся. Вообще-то, казалось бы, простое решение. Есть люди, которые готовы тебе помочь. Но действительно получается, что, и, кстати, по поводу лицензии, которую Надежда Михайловна говорила, что мы предлагаем взять лицензии тем, кто хочет. Очень мало желающих, как правило. Здесь такая же штука. Все, я свободен. Я думаю, что это, наверное, не очень так тоже удобно, если мы начнем все обращаться. Значит, мы не будем так думать, да? И будем обращаться. Но мне это настолько мало труда составляет, чтобы заметить какие-то основные. Там дискуссия может быть по поводу журного курсива. Я с тех пор, как покинул нашу поляночку, заставить съездить. Спасибо. Я хотела сказать, что мы на эту тему думаем, но вот вы видели, да, я не знаю, обрадовались или огорчились призеры, да, и финалистка, что будут не сумочки наши фирменные, а вот такое вот нематериальное, да, что-то, знание, да. Но мы договорились, я забыла сказать, мы договорились, что вот этот курс учебный будет проведен на платформе нашего Института дополнительного образования РНБ. Вот как положено на платформе Moodle, да, вот со всеми возможностями. И наши как-то коллеги очень заинтересовались вот этим. Сразу сказали, что поддержка будет вся, там, как надо. И сказали, что если они увидят, что это пошло, да, что это получилось, то мы сделаем такой курс постоянный. Вот краеведение сейчас у нас, в нашем Институте дополнительного образования, в нашей Российской национальной библиотеке, но мне кажется, там все уже понимают, что это круто и что это очень важно. И то есть нас поддержат. Мы можем сделать такой курс, проблемы там будут, прошу прощения, финансовые, удастся ли нам, ну скажем, создать такую модель. Вот красноярцы, я в голове держу то, о чем рассказывала Ксения Пахабова на Кемеровском семинаре, как они систему удаленного обучения построили, понизив, ну, до плинтуса, понизив стоимость, там, не помню, там 2 тысячи за большой курс, да, платят. Если мы выйдем на такую модель, когда не 10 человек в аудитории и 17 тысяч, да, а 17 человек в аудитории и 2 тысячи, да, в общем, мы надеемся, вот этот курс тоже, как и все остальные, я в каком-то смысле и про остальные тоже связаны с краеведением, этот курс тоже сделать доступным для всех. Вот на этот раз мы на призерах и людях, которые получат спецдиплом, мы будем как на мышках проверять, хорошо ли у нас получилось. Вы будете первыми, ну кто захочет. Вот, поэтому мы будем это включать в систему повышения квалификации. Это первое. Второе. Грубая, большая, серьезная ошибка – стесняться задавать вопросы. Если вы переживаете за нас как людей, которые отвечают за содержание, за Сергея Борисовича, который вот здорово совершенно включился в нашу работу, то пожалейте нас совершенно по-другому, когда мы получаем книжку, которая могла бы стать абсолютным золотом, да, абсолютным шедевром, и видим, что там можно было исправить то и это, но почему-то коллеги решили эти ошибки обязательно сохранить. Это бывают такие слезы, такая обида у нас, на вас, не только у вас, а у нас. Поэтому нормальное поведение вот такое, какое было у якутян наших, да? Подойти и сказать: а ну-ка помогите. За них ничего не было сделано, коллеги, вот обратите внимание, все было сделано самостоятельно. Но вопросы были заданы, консультации были получены, чего мы всем остальным желаем. Единственное, чего мы не можем, когда на нас свалится, скажем, 100 предложений прислать лицензию, мы не сможем сделать их все сразу. Но мы сделаем обязательно. Поэтому вот, позиция должна быть активной. Вам нужно сделать хорошее издание, и нам нужно, чтобы в нашем корпусе краеведческих изданий были абсолютно безупречные, и не только с этой стороны, со всех сторон изданий. Поэтому правильная политика вот такая. Слушайте, у вас честно больше нет вопросов? Почему вообще? Такая тема. Не заинтересовала вас ваша издательская деятельность?
Спят еще. А? Спят еще. Молодые господа еще спят. Ребята, а в чате у нас чего, тоже тишина? Надежда Михайловна, я могу реплику маленькую? Давайте. Я хочу сказать, что огромное спасибо за это выступление. Хочу очень на курс повышения квалификации. И хочу честно признаться, нас раскусили. Это Тула, наш герой газетной полосы. Потому что начинали мы это делать действительно как рекламный буклет проекта. А потом подумали, что надо туда еще напихать всякого разного для пользы дела и для увековечивания собственной работы. Поэтому из буклета вырос сборник материалов проекта, мы его сейчас так называем, но по-прежнему чаще ссылаемся на буклет. Так что спасибо, вот просто глаз в алмаз. И я еще раз уж так, загадочная история, слушайте, обычно мы летаем из графика, а тут мы, да? Я не для того, чтобы занять ваше внимание, а потому что потом я забуду. Старческий склероз вообще страшная штука. Вот, поэтому я напомню люди, да? Во-первых, значит, обратите внимание, ну, про сборники я говорила, да, что в электронной библиотеке доступны все наши сборники, в том числе и сборник Петрозаводского семинара, он тут, кстати, стоит, посмотрите, да, с нашими обзорами, мы очень старались. Значит, теперь, что касается, да, и там появится очень скоро издание вот этого конкурса. Дело вот зачем. Мы обязаны заключить лицензионные соглашения на служебные произведения. Мы моем руки перед едой, мы вообще чистые такие ребята в этом отношении. И как только мы получим это согласие, вот то, что нам было прислано на конкурс, электронные копии, версии, электронные издания, они появятся там очень быстро. В прошлый раз проблем с этими с лицензионными соглашениями не было. Еще обратите внимание на страничку конкурса на сайте Российской национальной библиотеки. Это так просто, что я вам не буду рассказывать даже этот адрес. Вы набираете в интернете, в любом поисковике, вот этот конкурс, и он выбрасывает вас первой строкой на нашу страничку на сайте РНБ. Значит, там масса материала. Вот там прямо оттуда удобно ходить во всех направлениях. В прежний конкурс и в этот конкурс. И там мы будем продолжать. Мы не все сделали, что хотели. Мы очень хотели разместить там, ну вот идея была, в частности, Сергея Борисовича, по возможности много справочных материалов. Вот, ну, ГОСТов вот этих, да, которые регулируют эту деятельность, да, каких-то рекомендаций. Может быть, мы туда выложим вот эти вот обзоры наши, которые были, да, рецензии туда хорошо бы класть на издание, да. Кстати, почему, кто сказал, что только наши рецензии? Давайте включайтесь все, общее дело. То есть мы его будем насыщать. Но туда можно ходить не только в конце прошлого конкурса и перед следующим. Да? Там можно жить в пределах вот этого интервала, да, практически двухгодичного. Там будут появляться новые вещи. Это важно. Что мы еще не сказали? Мы что-то еще не сказали. Ребята, есть ли какие-то еще вопросы вот по этому, по конкурсу и потому, что с ним связано? Да, никто абсолютно не мешает библиотеке, когда она не может выбрать номинацию, да, не топать ногой, а сразу посылать, как мы решили, да, а позвонить и сказать, ну, коллеги, звоните, вот это вот как вы думаете, куда? И так звонили и писали, иначе у нас проблем с переносом из номинации в номинацию было бы гораздо больше. В каких-то случаях мы даже советовали, не помню сейчас кому, из Архангельской области, мы даже советовали, какое из двух изданий, ну, как бы предпочтительнее, да? То есть мы ничего не оценивали, мы ни за что не... Нет, мы честные люди. Нет, мы просто советовали, что... То есть можно посоветоваться перед началом конкурса о чем-то, что с ним связано. Ну вот, я что-то... Ну еще... А давайте мы все пойдем обедать раньше.